Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости канала. Давайте сегодня на песочке посмотрим такую тему. Что он готов вам дать? Если тема вам интересна, загадайте на мужчину, назовите его по имени и задайте ему такой вопрос. Что ты готов мне дать? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, что же он готов вам дать? Ну, прям лилия вышла. Ну, дай бог, конечно, слушайте. Лилия – прекрасный цветок. Лилия – королевский. И вот принадлежит он, знаете, как высшим людям, да, знать, да, вот люди, которые особых там голубых кровей. Вот у вас мужчина сразу лилию показал. То есть вы для него не меньше, чем императрица, да, владычица его жизни и его судьбы. Вот это момент здесь и сейчас, его отношение к вам. То есть спроси его сейчас, кто вы, он скажет, она моя жизнь. Да? То есть она для меня все. Готов он вам покориться полностью. Тут мало того, ну тут как бы может и высокопарно прозвучит, но я озвучу. Вот по лилии человек готов пожертвовать своей жизнью ради вас. Да? Что он готов дать? Жизнь свою он готов вам полностью, без остатка для любимой женщины бросить к ногам. Вот как-то так. Пойти, не знаю, там геройство совершить, да, на войну пойти ради вас, там, ради вашей защиты, там, в рабство себя продать, чтобы, там, не знаю, обеспечить вас. То есть высокопарно, конечно, это все выглядит, но действительно у кого-то так в прямом смысле и отыграется. Если человек, особенно мужчины, влюбляются, они же у нас вот прям такие, как дети. Девочки, как к этому относиться? Ну, поскольку это общая отсыпка, здесь я гарантии 100% на всех девочек дать не могу, но вы должны понимать, все, кто зашли на эту отсыпочку. Сегодня ваш загаданный человек настроен именно таким образом. У кого-то из вас отыграется, что это, да, его жизненная позиция, его кредо, но у кого-то это именно эмоция сегодняшнего дня, понимаете? То есть это уже будет зависеть от вашего мужчины. Если он у вас, ну, такой, знаете, плюс-минус, что-то там придумает, ну, про таких говорят, да, трепло, то, как бы сами понимаете, если мужчина серьезный, порядочный, то, да, действительно ради вас любого готов на британский флаг порвать. Что он еще готов вам дать? Он готов вам дать, помимо своего сердца, души и жизни, готов дать все, что он имеет, все, чем он располагает. Не знаю, до последней там копеечки вытруситься, да, готов, не знаю, там, вот, ну, опять же таки, высокопарно звучит, да, вот если ей понадобится там что-то, не дай бог, конечно, да, там, не знаю, там, глаз, почка, там, сердце, вот без всякого, да, говорит, пойду, вот пусть режут, пусть забирают, лишь бы моя любимая жила. Я даже не знаю, как относиться к этому песку, если честно. Это все вот... Либо действительно ваш мужчина слишком такой поверхностный и легко отпускает обещания, либо он действительно, ну, просто герой уникальный, который это все чувствует. Девочки, но судить вам и принимать вам. Потому что даже вот я, да, человек, который долго с этим всем работает, вот я смотрю этот песок и, знаете, вот прям ощущение сказки, да, что вот, ну, действительно ли бывают такие мужчины, вот действительно ли он говорит правду. Вот хочется, конечно, верить, что это его правдивые ощущения, мысли, чувства к вам, но знаете, как в жизни, конечно, оно... Знаете, как дай бог, чтобы так все было. Прям тут постучу, чтобы, да, ничего случайно там не подгласить. Извините, вот это лично мое какое-то отступление было. Вот такое вот воодушевление идет от этого песка. Вот прямо аж даже ком к горлу подкатывает, да.
как гордость, да, гордость за то, что есть же такой мужчина, и любит же он какую-то девушку, да, и настолько вот он готов ради нее потратиться, вложиться, да, пожертвовать. Это же просто, ну, можно записать этого мужчину, да, сразу в Красную книгу. Уникальный, да, их бы таких мужчин размножить, да, чтобы у каждой женщины в этом мире был вот такой вот мужчина, муж, защитник, добрый человек, да, вот прям так хочется сказать. Я честно, я обескуражена, я даже не знаю, что тут можно добавить. Вы для него и еда, и питье, и воздух, и солнце, и луна. Вы его мир, вы его вселенная. Что он готов дать? Себя отдать, понимаете, без остатка. Вот его главный посыл. Отдать себя без остатка. Но, чтобы вы понимали, вот он готов отдать все, кроме одного. У него есть какие-то зашоренности, какие-то комплексы по поводу не только себя, но и вас. То есть у него есть какое-то предубеждение о том, что, например, можно в отношениях с вами, а что нельзя. И иногда вот у кого-то отыграется, что этот мужчина достаточно странно себя ведет, либо странно как-то себя позиционирует, либо как-то проявляется. Но вы не должны это списывать на отсутствие чувств и эмоций, ни в коем случае, они тут просто безумные. Это именно его какой-то, не знаю, внутренний вот он дятел, да, который его долбет. То есть какой-то комплекс, какой-то зажим, какое-то сомнение в себе, какая-то его установка неправильная, деструктивная, она не дает, возможно, вам в паре насладиться друг другом до конца, да, вот все это прочувствовать. И ему она не дает возможность чувствовать себя свободным, счастливым человеком. Потому что, ну, вот этот дятел, ну, явно его постоянно долбет, там прям самое сердце, там мозг долбет, да. Что-то вот у него есть такое. Девочки, если вы за своим мужчиной это чувствуете, а особенно те, кто зашел на мою отсыпку и сказал, да нет, быть такого не может, вот это особенно ваш мужчина этим страдает. Может человек быть просто кристалликом, да, самым светлым, самым чистым, а проявляться, как, не знаю, какая-нибудь смола, противная, липкая, грязная, да, то есть человек может... Знаете, как порыв у него светлый, да, вот там сказать люблю, там все для тебя сделала. А в реальности вот он смотрит, он там страшится, боится, да, и он начинает там цепляться к вам, да, какие-то, может, там претензии там предъявлять, да, лишь бы там вас затронуть чем-нибудь, да, вот такое впечатление складывается. Здесь, конечно, я бы советовала разбираться в каждом конкретном случае и, конечно же, разбираться не при помощи магии, эзотерики, предсказаний, а именно идти к специалистам, которые в этих делах имеют образование. Поэтому вы уж извините, я, наверное, этот момент упущу, но я вам про это сказала, я это вижу. У него явно что-то, у кого-то в большей степени, у кого-то меньше. Но всех предупреждаю, почему? Потому что с возрастом это будет проявляться еще больше. Дятел, видите, как вышел? Не в сегодняшнем дне. Он большой, и он как на будущее еще уходит. Понимаете, он еще расти будет. То есть вот это внутреннее его... шиза, назовем это так, вы простите за слово, ну, это похоже на это, она будет разрастаться. Это комплексы, это зажимы, это какие-то неправильные установки на жизнь, на отношения, на любовь, понимаете? У него, кстати, может и по жизни вроде как способный, талантливый мужчина, да, а вот что-то тут не клеится, не идет, не растет, на одном месте может сидеть, толпиться, да, с кем-то, с людьми, которые вообще ему в подметке не годятся, да, вот как серая масса, да, вот такой момент тоже может быть. Это все вот этот дятел виноват. Так, еще важный момент по поводу, если у мужчины было прошлое, если у мужчины были другие женщины. Смотрите, если у него были другие женщины, ну, там, во-первых, вот, ну, вышла тут такая дамочка, я про нее расскажу. Если она была вообще не его человеком. Она вообще была, знаете, какая-то, вот, не знаю, как подобрать слово правильное, да.
Вот не могу сказать, что она плохая, прям такая плохая вся себя, но и не могу сказать, что она хорошая. То есть что-то средненькое, непонятненькое, может быть, это был какой-то ранний брак, либо незрелый брак, да, то есть как-то люди сошлись, обожглись и все, да, и каждый остался при своем мнении. Так вот, вот эта женщина, она вам может быть как какая-то преграда. То есть он, как порядочный человек, а он у вас порядочный человек, он о ней заботится. Может быть, у них там и деток нет, но он все равно там с ней общается, встречается, даже может ей материально помогать. Но это он делает не потому, что да, он прям так сильно хочет ей помогать, либо что он там забыть ее не смог, а потому что она просит. Понимаете, вот она такая, ну, нагловато продуманная, может быть. То есть она его там, может, в чем-то винит, говорит, вот я там замуж за тебя пошла, там учиться не смогла, либо там какие-то перспективы потеряла, вот теперь ты мне типа как должный. Как вы можете об этом узнать? Ну, только с ней поговорив, потому что он не скажет, он не признается, чтобы вас там не задеть, не обидеть. Так что у вас соперниц-то нету на самом деле. Либо, кстати, если вы смотрите на мужчину, который женат, там то же самое. Вот женщина сама не знает, чего хочет. Ну, вот хочется сказать, знаете, как приспособленка, да. То есть, где найдет, там она и пристанет. То есть, мужчина ваш ей, в принципе, не нужен, да, потому что, ну, все-таки, как ни крути, хочется ей любви и счастья, да, но ей хорошо то, что он ей помогает, то, что она скажет, там, дай мне денег, да, он ей раз там и денег дал. Вот этот момент меня смущает. Так что, девочки, чтобы там вы не думали, не паниковали, если вдруг вы что-то там узнали, что он какой-то вот женщине там что-то обошляет, вы лучше не с ним говорите по этому поводу, а вот с ней поговорите, понимаете? Вот. И объясните ей популярно, что ты в прошлом, иди гуляй, иди себе другого мужика ищи, а лучше иди сама работай, себя обеспечивай, нечего нас доить. Вот так вот, ну, если сможете, да, я думаю, сможете. Вот прям не бойтесь, поговорите. И этот момент вас больше беспокоить не будет. Ну, мне тут уже больше нечего добавить, честно. Этот мужчина ради вас готов на многое, на все. Но вы уж сами, да, для себя понимаете, все-таки про вашего это мужчину было сказано, либо нет. Его эмоция в сегодняшнем дне очень яркая, очень такая, знаете, романтичная. И действительно, вот человек, знаете, как душу выложил, да, на этом песке. Вот как-то так. Мои дорогие, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.